Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов-112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как мотоциклист в центре Казани влетел в яму глубиной в четверть метра. Получается, и спуск здесь, и в темноте, и разметки, ни обозначения, ничего нет, и просто ее невозможно увидеть, никак реагировать. Покажем, как автобус с пассажирами вылетел с дороги на улице Дементьева. Мнения водителя и автотранспортного предприятия о причинах разошлись. А также жесткое задержание подозреваемого в краже из супермаркета. И слабость к зеркалам заднего вида. Житель Бугульмы в Альметьевске крал детали дорогих машин. Это и не только. Прямо сейчас. В центре Казани на повороте с улицы Тихомирного на Ульянова-Ленина мотоциклист влетел в провал на самой середине дороги, разбил итальянский байк и пострадал сам. Углубление в асфальте глубиной в четверть метра водителям просто незаметно. Они видят только ровное дорожное полотно практически до самого последнего момента, когда избежать попадания в ловушку уже сложно. Причем опасное место ничем не ограждено. В прошлом году только купили его. Новый, можно сказать. Товарищ попавшего в яму мотоциклиста рассказывает, сам едва не стал жертвой провала дороги. Ехали друг за другом, повернули с улицы Тихомирного на Ульянова-Ленина. И тут их ждал неприятный сюрприз. Мы ехали с супругой вдвоем. И просто в один момент я объезжаю яму в последний момент, там просто в темном переулке, не огорожено, ничего не видно. И я объезжаю по краю, чуть не падаю. В принципе, мы все так разъехались, а вот последний просто из-за того, что не увидел впереди, потому что мы ехали, не увидел, не успел среагировать. И, получается, и тормоз не было времени даже нажать. И вот упал и докатился вот до сюда. Мотоциклист упал на левый бок, сам подвернул ногу, но от помощи медиков отказался. Больше переживал за свой байк. Мотоцикл поврежден основательно, разбита вся левая сторона. Полной страховки нет здесь, получается, да. Вот просто что в дальнейшем делать. Прибывшие на место автоинспекторы замерили глубину провала. Получилось почти четверть метра. Яму, говорят байкеры, заметить сложно. К тому же опасное место ничем не ограждено. Получается, и спуск здесь, и в темноте, и разметки, ни обозначения, ничего нет, и просто ее невозможно увидеть, никак реагировать. На самом деле же хорошие дороги в целом. Дороги в Казани очень хорошие относительно других городов. Но вот здесь вот так вот получилось, наверное. В принципе, ремонт же постоянно делают. Ущерб, попавший в яму мотоциклист, на месте подсчитать затруднился. С автоинспекторами только составили список повреждений. И теперь единственная возможность компенсировать ущерб – судиться с организацией, ответственной за содержание этой дороги. Алия Хайрудинова, Константин Бушуев, «Вызов-112». Автобус 89-го маршрута вылетел сегодня утром с дороги на улице Дементьева и остановился на трамвайных путях. Салон общественного транспорта был полон пассажиров, но благо никто не пострадал. Все пересели в другую машину. Водитель автобуса сообщил людям, что у техники отказали тормоза, но в Ассоциации автотранспортных предприятий с этой версией не согласны. По их данным, с тормозами у автобуса все было в порядке. Возможно, что водитель просто захотел таким образом объехать затор. В отношении него началась служебная проверка. Всего же за 7 месяцев этого года в Казани произошло 35 ДТП с участием автобусов. 45 человек получили различные травмы и ранения. Август в эту статистику не включен. К слову, в эти дни в Казани проходит операция «Автобус». До 20 августа автоинспекторы будут проводить плановые и внеплановые проверки и контроль подвижного состава перед выходом на линию. Особое внимание они обращают на нарушение правил дорожного движения водителями общественного транспорта и соблюдение режима труда и отдыха. 3 автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина в Казани. Сила удара была такой, что, по крайней мере, 2 машины были уже не на ходу. По мнению их владельцев, все произошло из-за водителя такси, который поворачивал налево, не убедившись, что это безопасно. Сам же таксист в своих действиях не видел ничего, что могло бы привести к аварии, и себя виновным не считал. Скорость здесь еще была, как раз и повезло. Но никто не пострадал. Они вышли, посмотрели. Не царапин, ничего, все живые. Люди в аварии не пострадали, в отличие от автомобилей. Рено и Опель после столкновения были уже не на ходу. У Лады также сильно разбита передняя часть. Он ехал по левой, я по центральной полосе. Он вот так резко вылетел. Получается, в него врезался, меня заносит сюда вправо, и я в него включил.
Водители Рено и Опеля уверены, авария произошла исключительно по вине таксиста. Рассказывают, они ехали по улице Декабристов. На перекресток с улицы Гагарина выехали на зеленый, и тут удар. Этот по левой полосе ехал, я по центральной полосе ехал. Он в него в бочину врезается, он вылезает на мою полосу в обод. Я в него въезжаю. Водитель такси ехал им навстречу. На перекрестке стал поворачивать налево и должен был пропустить едущие прямо автомобили. Рассказывают, таксист неожиданно выскочил из-за скорой помощи, которая стояла на трамвайных путях в ожидании возможности завершить маневр. Ему скорый обзор закрыл, он хотел проскочить, не заметил нас. Водитель такси утверждал, что это не он врезался в Рено, а наоборот. Уверяет, что в момент удара вообще стоял на месте и ждал, пока загорится зеленый. Здесь зеленая стояла. То есть она по своей полосе, когда ехала скорая, и повернула здесь налево. То есть у меня, так как обзора не было, я за ней встал, вот, то есть вот скорая стояла, задок ее, она вот поворачивала. Я за ней встал вот так вот. Налево? Вот сюда, налево. Жду, когда светофор погасит. То есть светофор уже начал мигать, я то есть не трогался, пропускал движение. И вдруг ко мне влетело, то есть машина обогнула скорую. После столкновения с «Ладой» Рено отбросило направо, прямо на «Опель». У водителя последнего не было ни мгновения, чтобы затормозить, и он врезался в Рено сзади. Удар был таким, что у немецкой иномарки вытекли технические жидкости. Все повреждения владелец осмотреть на месте не успел. Виновника аварии будут устанавливать автоинспекторы на детальном разборе происшествия. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112. Задержание подозреваемого в краже сняли посетители одного из супермаркетов на улице Адаратского в Казани. Охранник держал мужчину за шею и душил. По мнению очевидцев, охранник торгового центра действовал очень жестко. Зачем так душить-то? Стражи порядка установили, что около 17 часов мужчина пытался пронести товар мимо кассы, за что и был задержан до прибытия сотрудников полиции. Полицейские установили, что 38-летний мужчина пытался вынести из магазина товар на общую сумму в 4600 рублей, предварительно его не оплатив. Пройдя линию кассы, его заметили охранники магазина и потребовали прекратить противоправные деяния. Мужчина пытался скрыться и был остановлен и передан сотрудникам полиции. Задержанный свою вину признал, заявления в отношении сотрудников охраны от него не поступили. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении мужчины избраны меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В Альметьевске полицейские задержали мужчину, который питал слабость к зеркалам заднего вида дорогих автомобилей. Их он просто отрывал от приглянувшейся машины. Желание заполучить эту деталь было не спонтанным. На дело он шел целенаправленно, тщательно подготовившись и заметая следы. Как он путал следствие и для чего ему зеркала, знает Диляра Юсупова. Конспирация не помогла. Его задержали в машине, на которой он ездил на дело, прямо с детским самокатом в руках. Обыск у него дома подтвердил все подозрения. Зеркала, корпуса для них, лампы и фонари. О пропаже подобных деталей в полицию сообщили автовладельцы, после чего стражи порядка и стали расследовать серию краж. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении данных преступлений задержали 42-летнего бугульминца. Раскрыть дело помогли камеры наблюдения, хотя мужчина пытался обмануть и их. К месту преступления он подъезжал на автомобиле сожительницы, доставал из багажника велосипед и дальше уже верхом на нем ездил по округе и искал машины подороже. Отрывая зеркала, уже шел пешком. А чтобы запутать следствие, имитировал хромоту. Уходил тем же путем, прятал велосипед в багажник и уезжал. После задержания подозреваемый сознался в 10 подобных кражах. 7 он совершил в Альметьевском районе, еще 3 в Зеленодольском. Краденые зеркала продавал. К деньгам у него более трепетные чувства. Все, что не мог продать, стражи порядка изъяли и вернули законным владельцам. Суда мужчина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Диляра Юсупова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.